Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка. Отсыпочка на мужчину. А тема звучит так. Появится ли он снова, либо опять в вашей жизни? Загадайте, пожалуйста, на того, кто вам интересен. Задайте именно ему этот вопрос. Назовите его по имени, так и спросите. Появишься ли ты еще в моей жизни? Либо планируешь ли ты вернуться в мою жизнь? Ну, как удобно, так и задавайте. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Такая непростая отсыпка вышла. Давайте так. Здесь очень много про мужчину. Мало про вас, много про мужчину. Мои хорошие, вы все разные. Абсолютно разные. У каждого своя история, да, с этим вот загаданным мужчиной. Кто-то поссорился, да, и расстались, вы разошлись. Кто-то был в паре, в браке с этим мужчиной. Развод произошел. Кто-то просто, да, пообщался в интернете, и вот мужчина куда-то пропал. А у других же отыграется, вы встречались, и вроде все было неплохо, и тут и мужчины нет. Да? Разные могли быть обстоятельства, но, тем не менее, что вы должны знать? Вы должны знать, что он постоянно думает о вас, он скучает без вас, ему вас не хватает. И, конечно бы, он очень хотел появиться в вашей жизни. Конечно бы, он хотел там примириться, восстановиться, попробовать еще раз, да, дать еще один шанс вашим взаимоотношениям. Но судьба его постоянно от вас отводит. При всем его желании быть с вами, да, судьба его уводит. Сейчас объясню почему. Перед этим мужчиной, именно вот в моменте здесь и сейчас, рисуются большие горы. То есть какие-то достаточно сложные задачи кармического характера. И мужчина должен их пройти. Пройти он их должен сам. Это его карма и это его путь очищения. Да, очищения. Почему его уводят? Потому что вы классная, потому что вы невероятно добрая. Вы когда любите, вы всю себя посвящаете тому, кого вы любите. Вы очень такой, знаете, заботливый человек. И если бы вы сейчас были вместе, то, скорее всего, вы бы с головой ушли в решение его проблем. Вы бы не спали, не ели, да, помогали бы ему в его ситуации, либо с его вот этими всеми горами, да, перейти эти горы, одолеть их. Вот. И если бы это было так, получается, вы бы все для него сделали, либо за него сделали, и он не смог бы пройти свою карму. Вам это, ну, соответственно, ни к чему, да, потому что это не ваши проблемы. Но и ему это тоже не полезно, потому что его бы оставили на второй круг. Да. Он бы не смог перейти на новый уровень развития. Он бы не смог пройти свою карму. Вот. Это сложно понять, хотя я вижу, что у меня девочки очень такие продвинутые в этом плане, многие очень чувствительные к тонким мирам, и я думаю, вы поймете, может быть, не в моменте здесь и сейчас, может быть, чуть-чуть позже подумайте так и поймете, о чем я говорю. Здесь четко замысел судьбы. Вас свели, вы познакомились, друг друга почувствовали, друг к другу потянулись, но поскольку мужчине нужно решить свою задачу, вас развели. То есть, чтобы вас не утруждать, и чтобы он наконец-таки мог, ну, принять свою карму, принять и пройти. Здесь нет какого-то блока, либо черного креста на ваши отношения. Здесь этого нет. Здесь просто каждый сейчас, грубо говоря, пошел своим путем.
пошло своим путем. Это важно и для него, и для вас. Вам нужно, я вижу, в чем-то развиваться, какие-то интересы, увлечения, возможно, детки у вас есть, да, вот этим нужно заниматься, там, карьеру свою строить, либо уделять внимание своему здоровью. Но мужчине, соответственно, нужно пройти свою карму, решить свои задачи, перейти свои горы, решить свою карму. Это как данность, да? Данность ваших взаимоотношений. Если бы вы, например, не поссорились, но что-то другое бы произошло. Просто так должно было быть, да? Вы должны были разойтись. Но есть и приятная новость. Вы разошлись временно. Временно. Я не могу сказать, насколько. Все зависит от вашего мужчины. Как скорее он пройдет свою карму, тем быстрее вы встретитесь. Ну вот так идет. Видите, вот эти две дороги, которые сходятся в одну. Но это ваша дорога, это его дорога. И рано или поздно вы сойдетесь. Обязательно сойдетесь. Конечно, это несправедливо. Многие скажут, да как же так, да, почему, зачем. Но тем не менее, девочки, вот такой замысел судьбы, такой замысел высших сил. Видите, здесь четко показали. Вы человек неординарный. Многие из девчонок, кто меня смотрит, видите, тут месяц. Вы обладаете тайной силой, да, либо экстрасенсорными способностями. Кто-то более выражен, кто-то менее выражен. Ну, не важно. Это не важно. Важно, что они есть. Плюс вы женщина с подковой в руках. И вот он тянется к этой подкове. Вы для тех, кого любите, кто вам нравится, вы приносите удачу, вы приносите везение. Но опять же, каким образом? Тем, что вы за человека все делаете, либо человеку во всем помогаете. Вот этого не допускают. И ему нужно справиться самому, без помощников, без других лиц. Он должен все сделать в гордом одиночестве. Он должен сам решить свои проблемы. Вот. А вы очень сердобольная. Вы же не сможете в стороне остаться. Вы вон прям с головой готовы погрузиться в его беды, в его проблемы. Тем самым сделав мужчине медвежью услугу. Понимаете? Здесь очень четко прослеживается замысел судьбы, ключ между вами. Ключ, кстати, в положении закрыт. То есть ваши отношения как открыли, так и закрыли. Так, что вы должны знать про мужчину? Мужчина, в принципе, неплохой, но есть у него такое качество, немножко, знаете, как на ленность похоже. Ленность, отвлеченность, либо немножечко даже бесшабашность. Он может отодвигать свои дела, он может пренебрегать какой-то ответственностью. Может быть, его воспитывали так в семье, да, когда там мама и папа в попу ему дули, и вот он привык. Может быть, в силу каких-то других обстоятельств он вырос таким человеком. Но тем не менее, вот вы не вместе, либо вы не можете встретиться, опять же, это по его вине, потому что он не решает свои кармические задачи, которые уже остро перед ним стоят. Либо он уже в них погрузился, либо вот они уже на пороге, он их видит, он так чешет затылок и думает, блин, так не хочется, да? В горы лезть, зачем мне это все надо? Такие мысли. Так, а девушки, женщины, которые четко знают, что у мужчины есть другая женщина. Возможно, эта другая женщина и есть его кармической задачей. Разорвать с ней отношения. Понятно, что разорвать отношения это очень сложно, это проблематично, особенно если они в браке, да, если у них есть общие дети, общее имущество. Но это ж уму непостижимо, да, сколько нужно сил, усилий приложить. Вот, тоже не хочется. Понимаете, как и неприятно, и ничего не хочу делать. Он такой, знаете, умеет адаптироваться, но в плане не что-то там получать, добиваться, а в плане, типа, привыкать к худшему, либо что-то такого рода. Это его негативная черта. Ленность, умение там пристроиться, подстроиться, терпеть. Вот с этим, наверное, высшие силы борются, либо судьба борется. Мужчина талантливый, потенциал очень хороший, но ленивенький он у вас. Такой немножко отстраненный. И лишь бы меня не трогали. Но у кого-то отыграет то, что мужчина любит занимать эту страусиную позицию, голову в песок, и жду, пока буря пройдет. Да, а вдруг минует. Ну, такой вот он у вас.
Так, что касается его чувств, ну я уже сказала, да, что вы ему не безразличны, что он о вас постоянно думает, у него и в планах, и в мечтах с вами опять встретиться, либо восстановить ваши взаимоотношения, как-то, знаете, сойтись с вами наконец-таки, быть вместе. Это есть. Он об этом думает, он об этом мечтает. Но в сегодняшнем дне он ровным счетом ничего для этого не делает. Ну, как-то так, девочки. Это, конечно, обидно слышать, я вас понимаю, но говорю как есть, говорю как вижу. Сейчас вы как две параллельные идете вроде как и рядом, но не вместе, к сожалению. В принципе, ну что говорить, здесь все четко показано. Мужчина решает свою кармическую задачу, а у вас опять судьбы сходятся, ваши жизни опять сходятся. Здесь в самом венце у вас четкая картинка объединенного сердца, и в сердце видите дверка светлая, чистая. Она откроется. Еще один шанс на то, чтобы вы были вместе, на то, чтобы вы соединились, будет дан. Как вы к нему отнесетесь, как вы его используете, ну я имею в виду шанс, это уже вам решать, это уже в зоне вашей ответственности. На ближайшее время я не вижу, чтобы он появился. Даже при всем его желании он просто не появится. Ну, нет такой возможности. Я не вижу, чтобы у него была возможность, либо какой-то ресурс на то, чтобы появиться. Этого нет. То, что вы по нему тоскуете, то, что вы чувствуете, что сердце он вам разбил, ну, это да. Это да. Хотя у многих из вас все-таки есть надежда в сердце. Ну, теплится надежда, что он еще появится. Ну, ваша интуиция вас точно не обманывает, мои хорошие. Кстати, кому-то еще и снится этот мужчина постоянно. Вот он о вас думает, и он вам снится. Вы эмпатически это улавливаете. Все-таки есть какая-то связь между вами. Не у всех это отыграется, но у кого-то прям очень сильная связь. Такая цыпочка, знаете, немножко печальная у меня вышла, грустная. Хотелось бы вам чем-то помочь, но, видите, мужчину этого надо тормошить. Это ему надо как-то внушить, да, что давай же скорее решай свои проблемы. Развязывайся, да, со своими бедами, проблемами. Тогда у тебя жизнь наладится, и с дорогой любимой женщиной будешь вместе. Здесь даже чуть выше, смотрите, два знака. Черепаха, на ней улитка сидит. Но вот это его действие. Очень медленно, вдвойне медленно. Но тем не менее, что-то делать он таки будет. Кстати, у многих так и отыграется, что вас накануне познакомили, его кармическая задача, чтобы вы ему были таким мощным стимулом, да, решить свою кармическую задачу. Ну вот, видишь, суперприз. Хочешь суперприз? Давай, действуй, делай. Ну, а мужчина все равно черепаха на улитке. Он как будто бы ждет чего-то благоприятного, либо какого-то знамения свыше. Странный он, конечно, у вас странный. Вот эта леность, она его очень губит на самом деле. Портит и губит. Но, слава богу, он поймет, чего от него хотят. И в решающий момент, я думаю, ускорится. Ну, либо придумает, да, как со всем этим, как разобраться, как от этого всего избавиться. Ну, вон вы сошлись. Вы вот по этому сердечку с дверью вы точно сойдетесь. Кстати, в момент, когда вы в будущем сойдетесь, вы будете в более сильной позиции, чем он. Либо вы будете принимающей стороной, а он как предлагающий. То есть это он уже к вам придет с предложением. А вы принимаете, вы уже будете думать, как согласиться, либо послать. Это точно будет. И еще один важный момент. Не для всех, для кого-то конкретного отыграется, что здесь мужчина захочет как куда-то уехать, переехать, может быть, даже эмигрировать. И, возможно, вот он к вам придет с таким предложением. Типа, давай все бросим и побежали в новую жизнь, ты да я, да мы вдвоем. Такое может быть, такой момент, такой разворот может быть. Ну, девочки, у каждого отыграется, конечно, по-своему. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.